В середине XIX века в России прошла реформа народного образования. По этой реформе духовные училища должны были размещаться в каждом уездном центре, а церковь была освобождена от светского образования, церковно-приходские школы были ликвидированы. Однако в Усть-Усольске не было духовного училища, и сюда приезжали выпускники Яринского духовного училища. Идея перевести сюда это духовное учреждение была довольно давно. Помог случай, а именно пожар. В 1872 году Яринское духовное училище было переведено в Усть-Усольск и изначально было размещено в здании местного священника Кокшарова. Это было жилое здание, абсолютно не предназначенное для учебных целей, где студенты, ученики размещались в 2-3 классах. Поэтому вопрос о строительстве нового здания встал перед городской думой фактически сразу же. Но он уперся в очень большую проблему, а именно отсутствие денег. Деньги появились в конце 80-х годов, и именно тогда комиссия заключила контракт с крестьянином Кононовым, который должен был построить новое здание духовного училища и стать подрядчиком. Он набрал бригаду рабочих, и на протяжении 2 лет, с 1888 по 1890 год, шла эта стройка. В 1988 году был заложен фундамент, а в 1990 году состоялось торжественное открытие нового здания. Здание построили очень быстро. Кроме этого, нужно учитывать, что строительство не шло в зимнее холодное время, а также в дождливую погоду весенней и осенней распутицы. Кирпичи клали только по суху. Так требовал регламент, так требовали правила. И действительно, здание было построено на совесть, и сегодня оно украшает наш город. Где брали кирпичи? Кирпичи делали прямо на месте, буквально не сходя с берега реки. Такие маленькие кирпичные заводики строились непосредственно для того, чтобы выполнить какой-то проект, а потом они разбирались. По сути, это был небольшой сарай на берегу реки, где 2-3 человека лепили кирпичи при помощи деревянных форм, обжигали их на солнце, а также потом они обжигались в печи в соседнем помещении. Цементный раствор замешивался также на месте при помощи традиционной техники с использованием белка и желтка яиц. Так строили храмы с 15-16 века и так продолжали строить до революции. Духовное училище – это 3-этажное здание, наверное, самое большое здание в Коми-крае. По своим размерам может соперничать только с женской гимназией Усть-Усольска. На первом цокольном этаже размещались хозяйственные помещения и склады. На втором – физкультурный зал и столовая. А на третьем – учебные классы. Их было 14 штук. Это было гораздо больше, чем в начальных земских учреждениях губернии. В конце XIX века к зданию была пристроена 2-этажная постройка, где размещались квартиры для учителей и начальства. Но они предназначались для учителей, чтобы они жили буквально там же, где и работали, но, как правило, там размещалось начальство. Такова судьба. В этом учебном заведении никогда не было много учеников, потому что тут учились дети священников. Духовное обучение – это довольно специальное обучение. Здесь учили не светским наукам, не математике, не истории. Безусловно, это литература, география, закон Божий, Писание, история церкви и так далее. Учили здесь на русском языке. Однако специфика обучения нашего Коми-края была довольно особенной. У нас большая часть населения в крае не знала русский язык, поэтому как раз выпускники Яринского училища были менее востребованы, они не могли наладить контакт с местным населением. А вот выходцы из коми сел и деревень, которые знали и коми-язык, и русский язык, вполне могли это себе позволить. 20, 30, 40 учеников в год, не более того. За все годы существования духовного училища оно выпустило несколько сотен выпускников. После революции в 1917 году здание было национализировано, и в 18 году здесь размещался штаб Пиниго-Печорского фронта. Когда гражданская война закончилась, это здание снова вернули в лоно народного образования. Здесь размещался институт усовершенствования учителей, а также учебная аудитория пединститута. В 90-е годы 20 века это здание было передано Министерству культуры, и здесь была размещена Национальная галерея Республики Коми. Начиная с постройки, несмотря на смену эпох и учреждений, это здание всегда было связано с образованием и культурой нашей республики.